Мы начинаем знакомить вас с приемными семьями Сунтарского улуса. Туда мы полетели в сентябре прошлого года. Нам предстояло побывать в нескольких наслегах, и мы покажем и расскажем вам, как живут приемные семьи в Сунтарском улусе. Мы провели 4 дня в Сунтарском улусе и благодаря отделу опеки смогли снять все, что планировали. И первые, с кем мы познакомились, семья Сидоровых. В день нашего приезда полным ходом шло строительство дома. У Владимира Александровича и Марианны Яновны 3 родных детей, 2 дочери, они уже взрослые, и 13-летний сын Артур. А год назад в семье появилась маленькая Саина. Девочка осталась без попечения родителей, но благодаря неравнодушию Марианны Яновны она теперь живет в новой семье, ходит в детский садик и познает радости жизни. Это что? Черника. Ого, молодец. Марианна Яновна рассказала нам, как в их семье появилась Саина. Ну, у нас семья большая. Старшая дочка, она живет отдельно в Чурапчинском улусе, учитель биологии и химии. У нее своя семья, ребенок. Средняя дочка у нас студентка Вилюйского колледжа, на воспитателя учится. Вот. И сын Артур, 7 класс в гимназии, в Сунтарской гимназии учится. И Саина ходит в детский сад Тулупча. Я сама работала в Тайбахойском доме, детском доме, да? Во время отпуска воспитателем летом. И вот когда вот наши специалисты сказали, что едет к нам девочка 3 лет, и сразу у меня вот в голове появилось то, что если вот взять ребенка, да, на воспитание, вот как будет или как сказать мужу, как сказать своим детям вообще. В голове такое вот осознание такое пришло, что надо взять вот этого ребенка, именно вот эту девочку. Как-то даже я вот не видела ни фото, ни такого вот никакой характеристики, да, как ее зовут, даже не знала. Прилетела вот самолетом, привезли, как раз у меня там смена была, вот привезли маленькую вот такую девочку, такие в джинсах, футболке, там летом. Она такая шустрая была, со всеми там разговаривала. И ко мне приходит и сразу говорит: мама. Вечером, когда мы ехали со смены домой, я мужу говорю: может, ребенка к себе возьмем. Мы думали 2 дня. И сказали, что я работала, пообщались. И сразу вот разрешение взяли, чтобы на неделю домой взять. Познакомиться, пообщаться, да. И вот до сих пор. Саина старается участвовать во всех делах семьи, с мамой на кухне, рядом с папой и старшим братом Артуром, который очень полюбил свою младшую сестренку. Я уже знала, мне это рассказывали уже заранее, что появится сестренка. И я это порадовалась, что у меня будет младшая сестра. Вот, а во что вы играете, Саина? Чему ты ее учишь, как старший брат? Я ему учила это буквы это произносить. Еще домики играл в этом или палатке. Это в лего играли, конструкторы. Ходят уже по дорожке, промотила ножки я, затерялась где-то не тягать, и всех пересылая. Марианна Яновна 18 лет проработала учителем начальных классов, а сейчас она воспитатель-логопед в детском саду и корректирует речевые проблемы у детей. Я сейчас работаю тоже в своем логопедическом кабинете, там делаю консультацию для родителей, диагностирую детей, вот приходят,
То есть получается, что у нас, кстати, первая мама вот приемная, да, которая логопед, и для нас, для родителей приемных, особенно для таких детей, очень актуально. А вы проводите как-то онлайн-консультации? Я провожу именно онлайн-консультации индивидуально для родителей, для молодых мамочек. А вот для детей я не провожу, потому что через онлайн такие вот занятия, да, это как-то трудновато и неосуществимо будет. Поэтому, если результата мы хотим, то я общаюсь с детьми, я играю с ними, я делаю запуск речи. Потом вот, если родители, вот, они тоже индивидуально занимаются с детьми дома, то результат обязательно будет. Владимир Александрович работает на пилораме. В октябре 22 года вместе с друзьями он начал строить дом, ну а в завершающих отделочных работах принимает участие вся семья. Марьяна Яновна провела нас по дому и показала будущие комнаты. Очень важным моментом стали отношения между приемным папой и Саиной. Конечно, я испугалась, я боялась, что мой муж, наш папа, да, как-то все равно же не родная дочка, да, не родной человек, поэтому я боялась, как они будут, да, вести себя, как будет любить или не любить, да, все время это было в голове, но оказывается, ближе вот папы никого нету для Саины. Как будто, да, я дома как учитель, как воспитатель, а папа вообще родной человек для нее. Без папы никуда. Папа, вот все время вот ждет с работы. Когда время знает, 6 часов она стоит у двери. Это целый год так делает. И в 6:30, когда опаздывает, в окно смотрит. Папа где? Папа ханна, папа ох, папа келелик. Баратон. За год Марьяна Яновна и Владимир Александрович стали родными для маленькой Саины. Их она называет «мама» и «папа», и у Саины теперь есть дом и семья. 2024 год семья Сидоровых встретила в новом доме, построенном с любовью и заботой. Теперь за большим столом в кухне собирается вся семья. Семья – главное в жизни каждого человека, и очень важно сохранять традиционные семейные ценности. В школе приемных родителей большое значение уделяется мотивации граждан, желающих взять ребенка в свою семью. С какими же мотивами приходят к нам кандидаты? Ну, например, это удовлетворение потребностей в продолжении рода. Я хочу сказать, что это основной мотив замещающих семей, супруги которого молоды и по каким-либо причинам не могут иметь детей. Понятно их стремление принять в свою семью ребенка, или, как они говорят, завести ребенка, для того, чтобы семья была полная, полноценная. Об этом говорят сами кандидаты. Тут, конечно, очень важно понять, чтобы и мама, и будущий папа смотрели в одном направлении воспитания ребенка, чтобы у них была сразу договоренность о том, как они будут к ребенку относиться. Ведь если в семье будет разлад по поводу воспитания, по поводу отношения к ребенку, то, конечно, семья может развалиться, распасться, и ребенок снова окажется у нас в детском учреждении. Еще одним из распространенных мотивов является страх одиночества. Обычно это граждане предпенсионного, пенсионного возраста, которые думают о том, что ребенок, которого они воспитают, будет им благодарен, поднесет им стакан воды. Конечно, в этом нет ничего плохого, если дети заботятся о своих родителях, но это будет только в том случае, мы говорим кандидатам, если ребенок
поймет, что и со стороны родителя тоже идет забота, тоже идет внимание, а не только ожидание каких-то благодарностей от ребенка. Следующим распространенным мотивом является страх опустевшего гнезда. То есть, когда дети уже выросли, разлетелись, а родители еще чувствуют себя здоровыми, у них есть финансовое благополучие, то есть они считают, что многое могут дать ребенку. В таком случае, конечно, почему нет? Почему действительно не взять свою семью ребенка, не воспитать его, не дать ему любовь и заботу? И если это будет обоюдно, то, конечно, такой мотив тоже приветствуется. Тем более, если есть согласие взрослых уже детей о том, что родители возьмут в свою семью ребенка, и ребенок это будет принят буквально всеми членами семьи. Знакомьтесь, сестры Аделина и Дарина. У девочек есть брат Стас, ему 6 лет, и сестренка Даша, ей 1 годик. Меня зовут Аделина, мне 12 лет. Я в 6 классе. Люблю рисовать. Природу и животных, и дома, и все. Когда я вырасту, я хочу стать ветеринаром. Меня зовут Дарина, мне 9 лет, я учусь в 3 классе. Я люблю рисовать. Ты у нас, когда вырастешь, кем будешь? Художником. Сестры очень спокойные и покладистые. Девочки Аделина и Дарина у меня в группе недавно, я их воспитатель. Девочки очень добрые, отзывчивые, хорошие, очень любят помогать. У них есть младшая сестренка Даша и младший брат Стас. Они очень дружные, все 4, очень любят друг с другом играть. Очень скучают друг по другу, если не видятся день или 2. Девочки очень любят заниматься каким-нибудь рукоделием и очень внимательны друг к другу. Любят сопереживать. Очень хорошие ребятишки. Девочки любят не только творчество, с удовольствием они занимаются в спортивном зале. Аделина и Дарина хотят жить и воспитываться в семье.